баяңнах сахам дойдута. Модун Россия кен туттута. Өркөн, өрөгөй тойугун туойдун. Үйнер үйяға үрдү туроқтун. Музыка – душа народная. Этим высказыванием Михаила Глинки и словами гимна Якутии мы открываем совместный телевизионный проект Государственной филармонии Якутии и Национальной вещательной компании «Саха». 30 лет назад в прямом эфире Якутского государственного комитета по телевидению и радиовещанию звучала передача «У микрофона симфонический оркестр». Эту программу вела первая женщина-дирижер Якутии, заслуженная артистка и заслуженный деятель искусств РСФСР, народная артистка Якутской ССР Галина Михайловна Кривошапка. По аналогии с этим названием мы решили дать имя нашему проекту в эфире «Филармония Якутии». Родина Галины Михайловны – Омск. Там началась ее творческая деятельность. А в военном 1941 году Галина Михайловна переезжает в Якутск, где и прожила 72 года из отведенных ей 97 лет. Она говорила: «Меня воспитывали музыка и общество». Выпускница Московской государственной консерватории Галина Михайловна на протяжении более 50 лет являлась главным дирижером, а затем дирижером-консультантом симфонического оркестра Якутского радио и телевидения, которого в сложные 90-е годы не стало. И только в январе 2011 года был подписан указ президента нашей республики о создании Государственной филармонии Якутии, которой в 2013 году было присвоено имя Галины Михайловны Кривошапка.
Хор – это прообраз идеального общества. Хоровая музыка принадлежит к наиболее демократичным видам искусства и обладает большой силой воздействия на слушателей. Одним из основоположников хорового искусства в нашей республике является заслуженная артистка РСФСР, народная артистка нашей республики Феврония Алексеевна Баишева. Феврония Алексеевна является уроженкой жабыльского наследия Мегино-Кангаласского улуса. Любовь к музыке привела ее в музыкально-вокальный коллектив Якутского государственного театра. После учебы в Свердловском музыкальном училище и Московской государственной консерватории Феврония Алексеевна стала одним из основателей и первых преподавателей дирижерско-хорового отделения Якутского музыкально-художественного училища. Около 40 лет она работала главным хормейстером и художественным руководителем хора Госкомитета по телевидению и радиовещанию. Здесь, наряду с национальным репертуаром, исполнялись сложнейшие хоровые партитуры отечественных и зарубежных авторов. Феврония Алексеевна вела активную концертную, просветительскую деятельность, была автором радио и телепередач. Многие телезрители помнят ее программу «Секрет 5 линеек». Феврония Алексеевна говорила: «Хор я представляю оркестром человеческих голосов». Постепенно, благодаря подвижнической деятельности первого якутского хормейстера, по всей республике стали появляться более подготовленные в профессиональном плане хоровые коллективы. Так, в 2016 году был образован симфонический хор Государственной филармонии Якутии, который на сегодняшний день стал одним из ведущих творческих коллективов нашей республики.
1 октября весь мир отмечает День музыки. Вспоминаются слова Галины Михайловны Кривошапко. Пройдя длинный-длинный путь в музыке, я продолжаю утверждать, что самое скромное, живое исполнение произведения способно тронуть более, чем самые совершенные механические записи, которыми можно восхищаться, но душевно тронуть они бессильны.